Проследить за лечением особенных детей в детскую республиканскую больницу выехал руководитель приемной главы. Начинаем охоту за биткоином. Криптовалюту планируют внедрить и в Ингушетии. Новогодний каламбур. В Ингушском театре юного зрителя вовсю готовятся к празднику. Это новости 24. Добрый вечер. Руководитель приемной главы выехала в детскую республиканскую больницу для решения нескольких вопросов по обращению молодых мам. Женщины рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются родители инвалидов. В частности, вопросы касались сферы здравоохранения. Все подробности в репортаже Заримы Ивлоевой. В свои 4 года маленький Магомед Амин не ходит, не ползает и даже не сидит самостоятельно. Врачи еще при рождении поставили диагноз ДЦП. Форма тяжелая. С того момента семья скитается по больницам и реабилитационным центрам, чтобы хоть как-то облегчить страдания ребенка. Таких самоотверженных мам в этом зале с десяток. Все они пришли в детскую больницу, чтобы рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются ежедневно. Даже поход к стоматологу с таким ребенком – целое испытание. У меня ребенок эпиактивный. То есть у нас эпилепсия. И вот такому ребенку в обычной стоматологической клинике зубки лечить не возьмется стоматолог. И поэтому масочный наркоз, вот в нашем случае, он очень необходим. Под масочным наркозом сразу же за один наркоз лечат и удаляют зубки. Такого масочного наркоза в регионе нет ни в одной стоматологии, а процедура оказалась просто необходима для лечения сотен детей-инвалидов. Ведь зачастую усадить в кресло врача даже здорового ребенка очень тяжело. Что уж говорить о детях с аутизмом или ДЦП. Плюсы такого наркоза в стоматологии в том, что процедура безболезненна. Ребенок спит и ничего не чувствует. За одно посещение стоматолог сможет вылечить или удалить все проблемные зубы. При этом психика ребенка не подвергается серьезным испытаниям при виде врачей, инструментов и крови. С просьбой, чтобы такая полезная услуга появилась в регионе, мамы особенных детей обратились к Юнусбеку Евкурову во время последнего приема граждан. Глава выслушал женщин и по другим проблемам, поручив ответственным лицам помочь обратившимся. Все, что вы сейчас сказали, мы сейчас разберемся. Вот и в письмах тем более изложили. Вы там свою группу сформируйте, и мы дальше уже посмотрим, что же показывает. С момента той встречи прошло 10 дней. По словам главного врача детской больницы Магомед Башира Балаева, теперь такой масочный наркоз для особенных детей будет доступен в этом медучреждении. Также Юнусбек Евкуров поручил руководству Минздрава, детской больницы и приемной главы лично встретиться с заявителями. Еще один вопрос, по которому обратились женщины, это отсутствие возможности в регионе проведения обследования головного мозга, так называемого ЭЭГ. По этому вопросу Магомед Башир Балаев также дал положительный ответ. Суточный монитор электроэнцефалографии мы на этой неделе провели. Суточный монитор уже начали проводить его. Почему его не было? Аппарат мы привезли, поставили, кабинет подготовили и отправили врача на обучение. Врач приехал, первое обследование мы уже провели. Мамы детей объединились в одну группу. За год к ней присоединилось более 160 участниц. Женщины стараются помогать друг другу и решать вопросы сообща. Другие инстанции, к сожалению, нас слушают, но, видимо, не слышат. И поэтому мы обратились к главе непосредственно. Нам сделали встречу. Глава очень быстро отреагировал. Мы сейчас чувствуем и видим, что идет какие-то сдвиги в лучшую сторону, что отреагировали все ведомства, что нашим деткам делается внимание. И это радует, вы знаете, очень сильно радует, потому что это немощные дети. Приемная главы и правительство обязательно будет на связи с этими женщинами, и чтобы их упростить как можно больше, их жизнь, потому что глава очень пристальное внимание обращает именно к вопросу детей-инвалидов. Проблемы, озвученные на приеме у главы региона, решены, но особенные дети нуждаются в помощи и поддержке ежедневно. Эти вопросы должны на местах решать врачи, сотрудники фонда социального страхования, представители отделов соцзащиты и другие компетентные органы. Зарима Ивлоева, Магомед Урусханов, Новости 24.
Криптовалюту планируют внедрить в Ингушетии. Этим займется американская компания, специализирующаяся на инновационных технологиях. Ее представители приехали в регион по приглашению депутата Госдумы Алихана Харсиева. Накануне по этой теме прошла лекция для студентов Ингушского госуниверситета. Гостям успели накануне же провести экскурсию и показать местные достопримечательности. Подробно наш корреспондент. Второй день в Ингушетии для гостей начинается с посещения главной достопримечательности Магаса – башни Согласия. Познакомиться с республикой специалисты американской компании Blockchain Driven еще не успели, но за эти 2 дня гостей покорило гостеприимство, красота и стремительное развитие региона. Республика Ингушетия меня, безусловно, приятно удивила. Я побывал в Назране и Магасе. Много классных зданий, много нового строительства, новых объектов. Это видно невооруженным глазом. Через 5 лет я могу только предполагать, насколько преобразится город. Меня также приятно удивила экология, очень чистые продукты, вода без горечи в конце. То есть я понял, почему люди так долго живут. Цель визита в республику – рассмотрение возможностей внедрения в регионе криптовалюты, которая представляет собой разновидность цифровой валюты. Эта платежная система основана в первую очередь на технологии блокчейна. Ключевая особенность криптовалют, по словам Петра Боровых, отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не смогут воздействовать на транзакции каких-либо участников платежной системы. Надо полностью разделять 2 момента. Есть криптовалюта, есть блокчейн. Криптовалюта – это просто предложение блокчейна. Блокчейн-технология – это именно та технология, которая, безусловно, изменит целый мир, так же, как в свое время интернет изменил мир. Но уровень и масштаб изменений со стороны блокчейна будет еще более массовым. Он, безусловно, затронет жизнь каждого жителя с каждой стороны. То есть и со стороны финансового, и банковского сектора, и со стороны сектора здравоохранения, и образования, и легальной системы, юридических отношений, и так далее, и так далее, и так далее. В регион гости приехали по приглашению депутата Госдумы Алихана Харсиева. В Ингушском госуниверситете специалисты уже провели лекцию на тему криптовалюты. Студентам объяснили, что эта тема одна из интересных. Не только в сфере финансов, но и включающая в себя много секторов, в том числе инновационные технологии. Это направление уже завоевало немало сторонников. На данном этапе Республика Ингушетия является одной из первых республик, которая очень серьезно задумывается насчет внедрения этих инновационных технологий. Мы хотим и хотели бы, чтобы Ингушетия стала одной из первых республик, которая реально интегрирует эту технологию в многие процессы, в том числе и бизнес-процессы, коммерческих и некоммерческих структур. Первые шаги уже сделаны. В следующем месяце создадут рабочую группу, которая будет заниматься внедрением криптовалюты в регионе. Возможность войти в ее состав получит активная молодежь. Возглавят группу государственные служащие самого высокого ранга. А участие студентов в проекте даст много преимуществ. В каждом субъекте Российской Федерации необходимы кадры. Соответственно, для ребят, которые сейчас изучат технологию блокчейн, перед ними откроются новые горизонты и высокий карьерный рост. Криптовалюта, безусловно, революционная тема, которая затронет всех жителей, а также бизнес-процесс каждой организации. О криптовалюте и технологии блокчейн говорили и на встрече с главой Ингушетии, который поддержал инициативу экспертов. Республика готова к внедрению технологий. Мы просто ждем на данном этапе финального решения насчет законопроекта о блокчейне криптовалют со стороны РФ. Криптовалюта откроет широкие возможности для участников, и, вероятно, совсем скоро ее возможности сможет оценить каждый житель региона. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. Республиканский чемпионат по быстрым шахматам проходит в спортклубе «Ади Ахмад». В турнире приняли участие 38 шахматистов со всей республики, причем совершенно разных возрастов. Победители отправятся на турнир в Moscow Open. Репортаж Амины Боковой. 7-й тур республиканского чемпионата по быстрым шахматам. Все внимание собравшихся приковано к столу номер 4. 2 абсолютно разных противника. Горчханов Магомед, опытный шахматист с 10-летним стажем, и юный Руслан Альгиев, который только начал карьеру шахматиста. Буквально сцепились в настоящей схватке. Юный шахматист активно наступает и уже имеет преимущество 2 слонов. А вот Магомеду приходится держать защиту. Казалось бы, победа уже в руках Руслана. Но достаточно 2 ходов, чтобы в корне поменять ситуацию. Магомед ставит мат. Впрочем, маленький участник турнира с этим полностью не согласен. Считает, фигура стояла на другом месте, и последний ход засчитывать нельзя. Он подумал, что я ее отправил, и причина, да, он спешно догнал. Все же судья становится на сторону Магомеда Горчханова, и он одерживает победу в этом непростом поединке. Руслан, как настоящий мужчина, сдерживает слезы, ведь в будущем у него будет немало побед. А вот Магомед Богатырев смело может назвать себя шахматным ветераном, ведь этому делу он посвятил 70 лет своей жизни. Мы
попали 4 брата в детдом. Большевицкий детский дом, село Безводное, Павлодарской области, Лютубского района. И там в возрасте 12 лет я первый раз увидел шахматы, и мне один поступивший тоже детдомовский мальчик научил меня играть. И с тех пор уже 70, да, можно сказать, 70 лет я играю. Своих внуков он уже научил играть в шахматы и надеется, что это станет их семейной традицией. Несмотря на то, что Магомед в 2014 году становился призером на подобном чемпионате, в этом году ему не повезло. Мужчина уже проиграл изрядное количество партий, но тем не менее не расстраивается, ведь считает, что такие турниры проводятся в первую очередь для молодежи. Кстати, победитель сегодняшнего чемпионата отправится на турнир Moscow Open и не только. Вот этот турнир, последний турнир из серии отбору Кубку Эрнеста Иннеркиева, который должен пройти в январе. Поэтому сегодня каждое набранное очко очень большую роль играет, потому что всего из взрослых 6 участников, также из детей 6 участников будут допущены в финальную часть. Если классическая шахматная партия может продолжаться несколько часов, а то и дней, то сегодня турнир проводится по быстрым шахматам, или, как его называют сами шахматисты, рапид. Это значит, что каждому игроку на всю партию дается от 10 минут до часа. При этом игрок не обязан записывать ходы, разве что при желании. Поэтому участники очень быстро завершают свои партии. А те, кто уже закончили играть, не торопятся уйти и внимательно наблюдают за партиями своих соседей. Кто знает, возможно, он и станет следующим чемпионом. Амина Блокова, Магомед Урусханов, Новости 24. Юноармейцы посетили Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки к военной службе «Молодой патриот» в Малгобеке. Ребятам показали, как нужно обращаться с противогазом, провели инструктаж по сбору и разборке автомата Калашникова и показали, как завязывать различные узлы. Подробности у Микаила Тангиева. Для приведения противогаза в походное положение нам необходимо надеть противогазовую сумку через правое плечо так, чтобы она находилась с левой стороны. То есть вот таким образом, через правое плечо, чтобы находилась с левой стороны. Ребята внимательно слушают инструктора и следят за каждым его движением. Юноармейцам объясняют, как правильно использовать противогаз в экстренных случаях. Салима Коригова в рядах юнармии уже полгода и отлично понимает, насколько важны эти знания. Ради таких уроков она и вступила в это патриотическое движение. Впрочем, у школьницы есть еще более возвышенные мотивы. Мне хотелось, чтобы мной гордилась страна, город, и поэтому я захотела вступить в юнармию. Мне запомнилось больше всего, как одевали противогаз. Мне это очень понравилось. И в дальнейшем я буду знать, как его одевать. Занятия со школьниками опытные инструкторы проводят 2 раза в неделю. Умение правильно надеть противогаз, правила пользования огнетушителем, быстрое и четкое реагирование в чрезвычайной ситуации. Это и многие другие навыки полезно знать не только школьникам, но и всем гражданам, отмечают здесь. Наша съемочная группа тоже не упустила случая получить мастер-класс от инструкторов. А далее юноармейцам показали принцип сборки и разборки автомата Калашникова на скорость. Самое главное здесь — это не нарушать правильную последовательность действий. За такую ошибку начисляют штрафные секунды. Школьники с особым энтузиазмом наблюдают за тем, как инструктор обращается с оружием. И на вопрос, есть ли желающие попробовать себя на деле, добровольцы отзываются сразу же. Поднимаем фиксатор вверх и правой рукой снимаешь. Сборка очень нравится, и разбирание автомата очень понадобится в дальнейших военных частях. Ты думаешь еще военную, да, поступить, служить, правильно? Одно дело управляться с оружием, совсем другое с узлами. К примеру, прямой узел, который древние греки и римляне называли Геракловым. Инструктор объясняет, он предназначен для прочного соединения веревок и тросов между собой. Правую веревку ложим сверху. Переворачиваем ее. Затем левую веревку ложим сверху и вяжем узел. Я думаю, что после сегодняшних занятий, я в конце для закрепления задавал вопросы, дети отвечают очень даже живо, активно. Я думаю, все запомнили, на мой взгляд, дети молодцы, все запомнили, все усвоили.
даже лучше меня начали рассказывать уже. Теперь можно перейти на так называемое стрельбище. Ребятам уже не терпится туда попасть. Использовать учебный автомат в действии у ребят, к сожалению, не получится, а вот пострелять из воздушной винтовки им с радостью разрешили. Сегодня у нас именно шестиклассники. Вы видите, с каким азартом и интересом они это все изучают, смотрят. Каждому хочется именно все потрогать, все потренироваться уже лично самому. А завершает урок викторина. Вопросы в основном на военную и историческую тематику. Впрочем, с этим заданием миноармейцы справились на отлично. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. В Ингушском театре юного зрителя вовсю готовятся к празднику, но уже традиционно они порадуют юное население республики представлением. В этом году оно будет называться «Новогодний каламбур». Премьера состоится 28 декабря. За кулисы заглянула Дана Плиева. Как встречают Новый год в разных странах? Актеры театра показывают через традиции народов, внося в чужую культуру свой национальный колорит. Дед Мороз, Санта-Клаус, Байнатаун. Главный персонаж здесь один, и в то же время их несколько, но каждый олицетворяет главного новогоднего волшебника. Ребята, угадайте, как его зовут и из какой он страны? Том-то Швеция. Это Том-то из Швеции, самый маленький Дед Мороз. Похлопайте. Наши дети познакомятся с Дедом Морозом из разных стран. Швеция, Англия, Британия и Бразилия. Конечно, они вместе с нашими героями отправятся в сказочное путешествие по этим странам и посмотрят, как же в каждой стране встречают Новый год. И в завершении программы они приедут в Ингушетию, и здесь наш Дед Мороз расскажет традиции нашего ингушского народа. Актеры ТЮЗа решили представить перед юными зрителями настоящий новогодний каламбур. Например, Магомед Абиев играет немецкого Деда Мороза, а точнее Вогана. Он прекрасно знает, что по немецкой традиции раньше сажали вишневое дерево, но оно цвело долго, и его решили заменить елью. Он также напомнил, что в истории ингушей имели место быть свои новогодние традиции. 25 декабря, перед Новым годом, 12 самых лучших юношей селения уходили в лес, приносили большой дуб и сжигали его. И 3 дня они его сжигали, затем угольки разносили по домам каждого своего селения и ждали добро, счастья. По сюжету зимним волшебникам из разных стран нужно спасти русского Деда Мороза. Его держат в заключении злая богиня Жары, которая строит злые козни, помогает Баба Яга. Правда, ингушским юным зрителям она известна еще и как героиня народного фольклора Гарбаш. В роли главного злого персонажа богини Жары Дугархан Хаутиева. В ТЮЗе она играет около 40 лет. За это время она успела примерить на себе разные образы и роли, как положительные, так и отрицательные. Дугархан признается, сыграть такие персонажи ей куда легче. Я очень часто играла Баба-Ежик, Лже-Снегурочку, то есть это Баба-Яга переодевала Снегурочку. Последние 5-6 лет, наверное, да. Я говорю, что эта роль, она беспроигрышная просто. Потому что дети, когда на положительной роли, начинают замечать, что-то так, что-то не так. А вот был один момент, когда я Бабу-Ягу играла, и мне дети говорят, а у нас Баба-Яга такая красивая, такое не бывает. И хотя на них нет сценических костюмов, но актеры так вживаются в роль, что этого совсем не замечаешь. Впрочем, весь костюмерный реквизит уже готов. Яркие платья и красочные наряды – это тоже важная часть представления. Они преображают актеров так, что волей-неволей веришь в сказку. Наряды для разных выступлений хранят отдельно, но в одной костюмерной атрибуты для праздничной программы в ТЮЗе, в другой – для выездных мероприятий по школам. Сам творческий коллектив с нетерпением ждет этого представления, которое актеры с удовольствием покажут своим юным зрителям. Мы вас будем ждать. Программа очень интересная, насыщенная, много танцев, песен. В общем, и я бы хотела вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам мира, добра, счастья. 27 декабря коллектив представит программу для детей на новогодней елке в резиденции главы Ингушетии, а с 28 числа по 5 января новогодний каламбур зрители увидят уже на сцене ТЮЗа. Дана Плиева, Гапул Чехкиев, Новости 24. До Нового года ровно неделя. Мишура, елки, карнавальные костюмы, продукты – все это необходимые покупки, без которых и праздник-то не праздник. Где обычно закупаются, что в цене и чем порадуют в качестве развлечений, расскажет Залина Могушкова.
У Хади Аушевой самый белоснежный прилавок. Женщина в роли доброй феи превращает девочек в принцесс. Праздничные платья особенно востребованы перед школьными мероприятиями. Женскому максимализму для того, чтобы быть самой красивой, недостаточно просто пышного платья и туфелек. Дополняют образ аксессуарами, перчатками и диадемами. У всех в приоритете только один цвет. Основной белые платьишки покупали, потому что вот радость, какая-то вот радость на душе у ребенка. Экспериментируют покупатели только с цветом елок. Вместо привычных зеленых здесь можно встретить серебристые, голубые и даже сиреневые. Искусственная ель стоит дороже, чем живая. Отличие в практичности, разнообразии видов и размере. Живые елки чаще всего распродают вдоль дорожных трасс. Их цены варьируются от 1000 до 1500 в зависимости от высоты. Еловый запах, который распространяется по всей комнате, поднимает новогоднее настроение, которое так не хватает некоторым людям в эти последние дни уходящего года. Именно поэтому многие из них предпочитают живые елки. Купить елку полбеды, нужно еще ее и украсить. На ярмарке пестрит разноцветная мишура, всевозможные шары. Среди всего этого разнообразия отдельное место занимает иллюминация. В общем, встречать Новый год как ежик с медвежонком в советском новогоднем мультфильме не придется. Ежонок! Елка! Игрушки под кроватью! Ну а детские подарки со сладостями, пожалуй, самый ходовой товар на рынке, поэтому и ассортимент разнообразный. Цена там одинаковая, вот эти и эти. Цена там одинаковая. А тут чипсы внизу, коробочка, а тут хлопья стоят. Цены на детские подарки разнятся только из-за содержимого. Кстати, стало популярным самим подбирать сладости по вкусу. Как правило, спрос рождает предложение. Именно поэтому на рынке начали продавать праздничные пустые коробки. Складываются они очень просто. Самая простая коробка. Есть разнообразные варианты встретить Новый год, но большинство из опрошенных нами все же планируют его отметить в кругу самых близких и родных людей. Ведь считается, что это семейный праздник. Собираемся вместе с семьей, садимся ночью, смотрим новости, ждем, когда Путин будет говорить. Потом мы сидим, ужинаем, празднуем, а потом танцуем под всякую песню, лезгинку, веселимся одним-то словом, рассказываем друг другу анекдоты. Бывает очень весело, это один из моих любимых праздников. Что еще? Мы дарим друг другу подарки, это тоже есть. Иногда бывает, мы елку ставим дома, нравится нам украшать ее. Мне нравится, что детям он нравится. А так как-то особо мы его не отмечали никогда, но просто для детей. Елку мы сейчас не наряжаем, просто собираемся за столом и рады тому, что мы все вместе. Особое внимание, конечно, уделяется меню праздничного стола. Помимо традиционного оливье, ингуши предпочитают национальные блюда. Бирхалтом, вот, и галушки наши, и молодежь. Она готовит разные салаты, там французские, еще какие-то вот рецепты. Ну а мы вот старшие по возрасту все-таки предпочитаем наши национальные блюда, которые будут на столе. Те, у кого совсем нет новогоднего настроения, могут им воодушевиться на городских народных гуляниях. По этому поводу к оформлению города везде подошли ответственно. Ночью все это выглядит намного праздничнее, ведь подсвеченные иллюминацией городские улицы поднимают настроение и даже компенсируют отсутствие снега. В последние дни декабря, вплоть до 7 января Нового года, в разных уголках республики запланировано множество концертов, спектаклей и акций. Выбрать для себя и детей то, что по душе, можно на сайте регионального Минкульта. Там указаны подробно даты и места проведения. Если у вас нету тети. Традиция у нас такая: каждый Новый год смотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром», без него никак. В этом году 31 декабря его будут транслировать не на Первом канале, как и 10 лет подряд, а на канале «Россия-1». А вот не менее популярные под Новый год киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница» можно будет посмотреть как раз-таки на Первом. Какой типаж! Браво, браво!
Прошу вас, продолжайте. Планы встретить Новый год у всех разнообразные, но говоря в противовес укоренившемуся правилу, главное не как встретить Новый год, а как его провести в целом. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Ну и теперь о значимом спортивном событии. Завершился всероссийский турнир по вольной борьбе. В нем приняли участие более 200 сильнейших борцов из различных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. О самых ярких поединках 2 дней и о победителях расскажет Залимхан Калоев. Официальная церемония открытия проходит под звуки патриотичных национальных ритмов и танцы народного ансамбля «Ингушетия» настраивает спортсменов на победный лад. В числе почетных гостей председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев, министр спорта Дауд Алхазуров, олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев и гости из соседних республик. В первый соревновательный день определяются победители в 3 весовых категориях. Сразу же после официального открытия на ковер выходит воспитанник клуба «Кушт» Адам Гагиев и представитель Кабардино-Балкарской республики Мартин Кашигилов в весовой категории до 86 килограммов. Оба спортсмена начинают схватку активно. В первом периоде схватку ведет Адам Гагиев со счетом 3-0. Во втором периоде свое преимущество наш борец сохраняет и тем самым завоевывает первое место в турнирной таблице. Матч реванша на Хамерса Цензани Бадрилович. Халха та штишта случайно и шаустингер. Хаз сделал гетмец. Тренер Жагр хаде. Реасал Цензаря хадич. Сей борьба поставить сделал гет спорт ваус. Ну а тем временем на ковер выходит следующая пара спортсменов. Занбек Кисулов против Лом Али Кагирова. Оба борца из Чеченской республики. Весовая категория до 86 килограммов. В первом периоде спортсмены особо не спешат. На протяжении второго периода идет сильная вязка и несколько попыток прохода в ноги Кагирова, но безуспешно. Со счетом 8-0 в этом противостоянии побеждает Занбек Кисулов и занимает 3-е место в турнире. Получился хороший турнир, он первый турнир у нас. Очень хороший состав приехал, много почетных гостей. Растет интерес, и я думаю, что следующий год будет еще лучше. Борцовские схватки проходят сразу на 2 коврах одновременно, что придает еще большую зрелищность спортивному празднику. В зале Дворца спорта Магаз собралось несколько сотен зрителей, которые поддерживают спортсменов и всячески вдохновляют на победу. Болеть я пришел за своих малгобекских Кушт. Я сам там тренируюсь. После схваток наступает самая волнительная часть турнира – церемония награждения весовой категории до 65 килограммов. Победителя награждает президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Ваха Евлоев, министр спорта Дауд Алхазуров и олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев. Первое место в этой весовой категории занял Исмаил Мусукаев, второе место за ингушским борцом Магомедом Баширом Евлоевым. Награждает победителя грамотами, медалями, кубками и денежными вознаграждениями. В этом турнире принимает участие 20 ингушских борцов, 5 из которых уже одержали победу. Очень хороший форме был. Со сборов приехал, чуть загнан был. И двигаться тяжело было. Ну, видимо, Всевышним суждено было мне выиграть сегодня. Второй день начался с захватывающей борьбы спортсменов из Кыргызстана и Чечни. Крестный захват, именно так в народе называют этот зрелищный прием, провел наш земляк из бойцовского клуба «Кушт», представляющий Кыргызстан. А тем временем на ковер выходит Магомед Бузуркиев, Ингушетия, Сахаб Сиев, Чечня. В начале свое мастерство демонстрирует боец из Чеченской республики и тем самым получает 2 балла. Ну а после ингушский борец включается в схватку и одерживает победу в первом периоде. А следующими на ковер выходит воспитанник клуба «Кушт» Исрапил Нальгиев и представитель республики Дагестан Мансур Рамазанов. Обстановка в зале напряженная, все с трепетом наблюдают за происходящим. В первом периоде большее количество баллов у нашего земляка, но и во втором периоде расслабляться он не собирается и тем самым одержал очередную победу. Сам Исрапил Нальгиев занимается вольной борьбой уже более 10 лет. Пока он только кандидат в мастера спорта. На таких значимых мероприятиях у него есть возможность показать все свои навыки борьбы и технику. Но на достигнутом он не собирается останавливаться. Последний раз скручивание, скрутить
Всего в турнире принимают участие более 200 спортсменов не только из России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Весовая категория, в которую выступают спортсмены на второй день, 57, 97 и 74 килограммов. Среди них и мастера спорта, победители и призеры чемпионата мира, Европы и не только. Турнир проходит на высшем уровне. Мы даже не ожидали, что он покажет такой широкий масштаб и будут такие хорошие участники, чемпионы, призеры мира. И наши парни сегодня показывают хороший результат. Поддержать своих друзей приехали со всей страны. В их числе именитые спортсмены, такие как Абдусалам Гадисов, старший тренер сборной России по вольной борьбе, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио, Магомед Ибрагимов и не только. Это событие для всех очень значимо, следовательно, ожидает от борцов зрелищных поединков. Жду хороших схваток, знаю, что много хороших ребят приехали. Призеры Олимпийских игр здесь, чемпионы мира, чемпионы Европы. Поэтому самое интересное, я думаю, впереди. Сегодня как раз финалы сейчас будут, ждем. Очень интересные схватки. Молодые ребята показывают себя, показывают борьбу, прославляют Ингушетию. Хотел бы пожелать молодым ребятам побольше успехов, чтобы на достигнутом не останавливались, тренировались. Магомед Мусаев, друг, товарищ, пригласил меня сюда. Если есть желание побороться, поддержать, пришел, повалить. Финальные бои на ковер вышли борцы оспорить право сильнейшего в весовой категории 74 килограмма. Болельщики внимательно следят за ходом борьбы. Один из них, воспитанник спортивного клуба «Курт», противостоит ему в этой схватке атлет из Узбекистана. Здесь невозможно, допустим, там просто так пройти мимо. То есть это нельзя, допустим, там здесь халтурить. Спорт это характер. Если характер есть, себя можно найти на любых точках, и где бы человек не хотел бы себя реализовать. Самая волнительная долгожданная часть церемонии награждения. Победителей чествуют почетные гости, организаторы турнира вручают грамоты, медали, кубки и денежное вознаграждение. В этом турнире заслуженные награды получили 24 спортсмена. Но интрига еще впереди. Кто станет обладателем новенького автомобиля Lada Vesta, будет известно только после жеребьевки. Крути, хорошо. Так, погоди, не открывай. Так, чтобы все видели, мы привезли специального человека, который может его поднять под купол. Так, вот этот шарик открывай. Номер скажешь, хорошо, который там написан? Я все равно первым увидел. 125. Счастливчик определился. Им стал спортсмен из Республики Дагестан Омар Омаров, выступавший в весовой категории 125 килограммов. Для него эта машина заслуженный ценный приз, который он заберет из Ингушетии. Здесь про эмоции говорить не стоит. Ощущение, как чуть волнуюсь, наверное. И, в общем, нормальное ощущение. Все-таки за счет чего тебе удалось победить? За счет, не знаю, Всевышнего, наверное. В первую очередь. А остальное все тренировки. Уже известно, что турнир станет ежегодным, а победа этих ребят послужит ярким стимулом к успеху начинающих борцов. Зелимхан Калоев, Юсуп Гилисханов, Рамзан Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.